Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. В октябре обычно отмечается Международный день пожилого человека. Какова же история этого праздника, какие градации пожилого возраста существуют, каких пациентов лечат врачи-гериатры и чем занимается новая отрасль медицины – гериатрия? Как должен быть обустроен дом пожилого человека? Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашей гостьей Евгенией Амосовой, врачом-гериатром Республиканской клинической больницы номер 3. Добрый вечер, Евгения Егоровна. Мы с вами встречались так уже достаточно давно, несколько лет тому назад, как раз обсуждали тогда фонд президентских грантов, и победителем которого вы стали со своим проектом. Как реализуется сейчас проект? Можно ли подвести какие-то итоги? Прежде всего я хочу поздравить вас, Иван Петрович, с высокой государственной наградой, с присуждением ордена Пирогова. Спасибо большое. Я понимаю, что за этим стоит огромная работа не только вас, но и руководимого вами коллектива. Тысячи пациентов улучшили свое качество жизни, получили помощь и профилактику падений не только у нас в республике, но и за пределами в Донецкой Народной Республике. Спасибо. И действительно, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. И вот когда я готовилась к передаче, я заглянула в источники, и оказалось, что первым, кто предложил эту идею, оказался японец. Да? Он жил в небольшом городке, звали его Масака Куракави, и он предложил организовать вот такой праздник для пожилых людей, чтобы отметить их доброту. И отмечается этот день обычно осенью, да, когда уже созрел урожай, и символизирует золотую пору в жизни человека. В 90-м году, это было в 47-м, а в 90-м году уже Генеральная Ассамблея ООН, она официально объявила о том, что октябрь, 1 число, это Международный день пожилых людей. Конечно, наш проект, он подошел уже к концу в 2024 году. Этот проект был написан от имени Общества республиканского геронтологов и гериатров. Сокращенно получается ЕРОГ. Если рассказать об этом обществе вкратце, да, то начало уходит где-то на 1994 год. Это было время, когда сложное для России, да, когда произошел развал. И многие сообщества, многие правления перестали работать. И вот в Санкт-Петербурге ученые призвали объединиться, чтобы присоединились к ним не только врачи, да, но и специалисты, которые тоже занимаются старением. Это генетики, это биологи, да, и таким образом общими усилиями работать в этом направлении. Затем это общество, геронтологическое общество при Российской академии наук было подсоединено к Международной ассоциации геронтологов и гериатров. А у нас в республике это общество работает с 2019 года. И, конечно, оно появилось не на пустом месте, да, тоже было региональное отделение геронтологического общества. И вот в 2019 году это общество, и носит оно Якутское республиканское общество геронтологов и гериатров. И кто же такие геронтологи, и кто же такие гериатры, да? Геронтологи — это ученые, которые и занимаются именно наукой старения, да? А гериатрия — это часть геронтологии и занимается она лечением возраст-ассоциированных заболеваний. Гериатры — это врачи, если просто совсем сказать, которые лечат пожилых людей. При нормальном старении все-таки мы понимаем, что снижается концентрация внимания, где-то и память ухудшается, нарушаются обменные процессы. А что может стать тревожным сигналом при старении? На что необходимо обращать внимание и в каком возрасте?
Да. Вот как раз наше геронтологическое общество, да, и руководит им Татаринова Ольга Викторовна, это доктор медицинских наук, проводит огромную работу по профилактике вот заболеваний. Да. Миссией нашей организации является укрепление активного долголетия граждан республики. Да. Ну и тут, конечно, работают несколько задач. Первое – это укрепление престижа профессии гериатрия. Да. Мы руководствуемся основным законом, основным приказом, который вышел в 2016 году по оказанию медицинской помощи номер 37Н от 2016 года. Это порядок такой. Вот. И общество наше проводит все-таки огромную работу, да, вот даже если вот к сегодняшнему дню, то наш председатель общества, он сейчас находится вместе с заведующей гериатрическим центром в Алекминском районе, да, они открывают там очередной гериатрический кабинет. Ну и в преддверии этого праздника был проведен форум, да, который тоже был направлен на активное долголетие. Наше общество приняло самое активное участие в нем, да, и выступила председатель нашего общества, врачи выступили, это кабинет памяти, да, вот как раз в отношении этого вопроса, да. Ну и средний медицинский персонал, он тоже не остался в стороне. Есть такое высказывание, да, что гериатрия – это царство медицинских сестер. Тоже они приняли активное участие, показали свои методы новые, да, и нейрогимнастику, когнипага и нейробика. Ну и еще одна такая лимфодренажная гимнастика в формате этнофитнеса. Вот. Тут я еще дополнительно скажу о обществе, да, о том, что все-таки с самого создания общества проводилась и проводится огромная работа. Да. Вот гериатры всей республики нашей, да, они принимают активное участие в работе форумов, конгрессов. В 2025 году был проведен первый форум, который называется уже «Технологии долголетия». Да. Но и вторая часть – это когда сами мы тоже, да, организуем у нас в республике тоже мероприятия такого плана. Да, и в этом году и в 2023 году было проведено два таких больших мероприятия, которые были направлены на сохранение активного долголетия, да, укрепление вот когнитивных нарушений пациентов. Ну и также гериатры сами же, в свою очередь, они тоже распространяют свой опыт работы среди звена первичного. Да? В этом году, я вот помню, меня просто поразило, да, наши гериатры, они посетили, знаете, вот Горный Улус, Вилюйский, Верхний Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский. Да? Вот, и везде они проводили семинары для первичного звена, да? Смотрели, как работают гериатрические кабинеты, да? Встречались с пациентами, да? Распространяли свой опыт работы. Да? Ну и еще межведомственное взаимодействие происходит, потому что врач-гериатр, он не только лечит больных, и он как бы координирует ту работу, которая проводится еще и социальными организациями. Например, знаем, что в Намцах был открыт совершенно новый, уникальный геронтологический центр. Да? И вот было соглашение с нашей РКБ-3 с этим социальным центром. Да? И специалисты, там работает специальный проект. Все время они держат на контроле ту работу исследовательскую, научную, да? Ну и обычную работу по профилактике заболеваний возраст-ассоциированных и контролируют все это. Также вот наш проект, о котором мы уже говорили, да, который называется «Школа активизации ухода за дементными пациентами», он же содержит еще и вторую часть, да, когда мы выезжаем и работаем с социальными работниками, которые работают, работают в домах инвалидов. Мы понимаем, что в домах инвалидов, согласно маршрутизации, поступают самые тяжелые
пациенты, да, в принципе, от которых отказались уже родственники, да. Ну и какие же результаты нашего проекта? Проект завершился успешно, можно так сказать, да. В гериатрическом центре прошли через наш проект 50 пациентов с тяжелой деменцией, да. Мы работали с 50 родственниками. И проведено было всего 200 занятий с родственниками и 500 занятий с тяжелыми пациентами, да, госпитализированными к нам. Ну и суть нашей методики заключается в том, что вообще память, она же подразделяется на кратковременную, да, и долгосрочную память. И мы вот стимулируем. Обычно пациенты, они же забывают, да, больные деменции, о том, что они, например, что и ели они сегодня на завтрак, да, но они прекрасно помнят те события, которые произошли с ними в детстве, в юности, да. И вот наш проект как раз он активизирует ту остаточную долгосрочную память, да. Ну и мы разработали такие методические коробочки, вот одна из них, да. Называется она «Сайылык», это переводится как «летник», да. И раньше же игрушек не было, поэтому играли подручными материалами, да. Вот, например, это вот косточки, да, крупного рогатого скота, вываренные, да, они совершенно чистые. Вот детки играли вот такими вот игрушками, да. Это были у них и коровы, это были быки, они водили их на водопой. Ну, а из мелких косточек они играли в такие игры, как настольные уже, да, которые называются хабалы, хамска, да. Вот очень удобно было. Ну и также были такие вот игрушки из стальника, да. Вот, например, это, думаю, что это... Что-то рогатое. Да, что-то рогатое, видимо, молодой бычок, да. Ну и по размерам они тоже сортировали, да, вот покрупнее, поменьше. И когда мы начинаем говорить с пациентом о вот днях их юности, молодости, они с удовольствием на это откликаются, да, раскрываются, да, потому что еще одной целью нашего проекта является то, что мы должны как бы организовать досуг такого пациента, да, вот. Ну и, конечно, с родственниками тоже проводятся дополнительные занятия. Мы их к себе приглашаем. У нас там работает сейчас 2 кабинета. Да, это кабинет активизации, где вот мы как раз занимаемся с родственниками. А с пациентами мы решили заниматься в условиях ретро-уголка. Да. Раньше это было все в таком кабинете, так сугубо официально, да, но как-то это не особенно нравилось нашим пациентам. Мы решили, подумали, да, что было бы лучше, если бы и вот обстановка тоже к этому располагала, да. Но и силами сотрудников мы организовали у себя небольшой ретро-уголок, да, в котором стоят как раз вот наши вот методические пособия. И пациент с удовольствием рассматривает те вещи, которые, ну, были им дороги, да, и сейчас дороги, да, в дни их молодости. Ну вот давайте еще один альбом я покажу. Он называется «Шоколад времен СССР», да. Вот. Ну и все любят, особенно женщины, да, рассматривать этот альбом. И тут, знаете, мы даже вообще начало этому альбому положила наша сотрудница, да, которая поделилась с нами своей коллекцией вот оберток шоколадных, да, которые у нее сохранились. Копила с детства. Да, с детства, да. И вот они, каждый из пациентов, они находят тот шоколад, который был у них любимым в то время, да. И даже мы в конце нашли шоколад, да, обычный, уже настоящий, да, сливочный шоколад, который сохранился еще с тех времен. Вот, даже запах есть. Ну и вот, начинаем говорить об этом, да, что вы помните, да, что у вас в то время в магазинах продавалось, да, ну и они с удовольствием откликаются на это. Ну, конечно, в домашних условиях этим заниматься, конечно, сложно, никто вот такие коробочки организовывать-то не будет, да, и поэтому мы родственникам советуем завести вот такой альбом воспоминаний, да. Он на основе фотографий, которые имеются в каждом доме. И
вот такого вот формата начинается, что вот меня зовут так-то, да, я родился в таком-то городе, в таком-то году, да, учился в школе, да, вот мои одноклассники, вот мои мама, папа, да, вот моя жена, вот мои дети, дочку зовут так-то, сына так-то. И пациент, он как бы начинает вспоминать потихонечку, да, а если повторять все это изо дня в день, то это уже такой положительный эффект, и все это кратковременная память, она как бы чуть-чуть еще и откладывается. Вот. Таким вот образом у нас работает наш проект. Интересно. А вот все-таки ну, в социальных сетях и в обществе постоянно циркулирует информация о болезни Альцгеймера. И это та проблема, с которой, к сожалению, сталкиваются наши пожилые люди. Вот как проводить профилактику болезни? Есть ли какие-то медикаментозные, не медикаментозные методы, чтобы на ранних стадиях ее можно было бы предупредить? Ну, болезнь Альцгеймера — это болезнь, при которой нейронные сети, клетки, они перестают работать в таком нормальном режиме. Да? Если так просто очень сказать, то вот как раз вот наш проект, да, он относится к немедикаментозным методам профилактики и лечения вот этой вот болезни. Да? Ну и на самом деле таких методов профилактики очень большое количество. И сейчас, в принципе, нет такого лечения медикаментозного, которое могло бы остановить, ну, прекратить или совершенно, чтобы вот выпил таблетку, болезнь эта у вас не развилась, да? Но на первом месте как раз стоят вот медикаментозные, немедикаментозные методы профилактики и лечения. Вот такие вот, как когнитивный тренинг, да? Вот это вот наш небольшой такой вот проект, который тоже на это направлен. Физические упражнения, да, активность тоже играет очень большую положительную роль. Ну и социальная активность, да, если вот пациент все время сидит дома, не получает информацию, то, конечно, у него же когнитивный резерв, он как бы истощается, да. Но еще говорят, что чем выше когнитивный резерв у человека, да, пожилого, чем выше то образование, которое он получил в молодости, да, то тем вот это вот заболевание развивается медленнее. Ну и очень, так скажем, хорошо, да, когда пациент смотрит телепередачи. Это не возбраняется, но он должен потом вспомнить, какую же он передачу смотрел, о чем там говорилось, и тоже насчет чтения книг, да. Бывает такое, что вот пациент вроде лежит, читает, думаете, он укрепляет свою память, а потом, если у него спросить, вот о чем же вы почитали, да, о чем вот говорится в этой книге, они же об этом не могут вспомнить. Поэтому рекомендуют не просто читать, да, но и потом поговорить об этом. Да, что за книга, о чем там говорилось, что тебе больше понравилось, вот в таком вот плане, да. Ну и знаем, что изучение языков тоже способствует укреплению памяти. Есть определенные методики, да, называются они нейрогимнастики, которые служат тоже, работают вот на укрепление, улучшение нашего когнитивного резерва. Да? Ну, у нас в центре в гериатрическом вот две методики, которые мы используем. Да? Одна из них называется Когнипак, изобрели ее японцы, да. Это было во время ковида, когда все пожилые сидели по домам, нам не разрешали выходить. И что же делать? Они придумали вот такую вот очень интересную методику, когда пожилой человек у себя дома занимается физическими упражнениями и в то же время задает себе какую-нибудь когнитивную задачу, да. Ну, например, давай-ка я сегодня вспомню, да, что у меня в холодильнике-то находится, да? Ну, или, может быть, когнитивная задача такого плана, да, на вычитание, скажем, да, от 100 отнять 7. Идет человек, гуляет и считает в голове
тут как бы две функции работают, да, вот когнитивная наша память, да, и в то же время он же идет, у него нагрузка получается на организм. Вот. Ну и есть такая еще одна методика, полезная нейробика. Это она направлена на тоже нейрогимнастика, на восстановление тоже нейронов, да, путем укрепления вот мелкой моторики, да. Вот, например, давайте я вам покажу одну такую из них, да. Вот давай, это у нас грибочек. Вот, да. Теперь меняем руку. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ну, вот это самая простая, там их очень много, да, 93 упражнения. И вот эту вот полезную нейробику разработал Лоренс Кац, да, она сейчас очень популярная. Ну, и пожилые пациенты, они вот с удовольствием занимаются этим. А вот что касается самих пациентов, ну вот у вас опыт достаточно большой работы. Вы обратили внимание, изменился ли профиль пациента? Какие были они там 15 лет тому назад, 10 лет и сейчас? Ковид, может, как-то повлиял? Или, может, социальные сети поменяли общество? Знаете, мы заметили, что сейчас на глаз, навскидку определить возраст пациента оказалось очень трудно, да? Если раньше поступали пациенты, ну вот бабушки, дедушки, бабушки с платочками, да, а сейчас поступают уже, скажем, не бабушки, это женщины, которые активны, да, работают или сидят на пенсии, но занимаются любимым хобби, да, и, ну, общее постарение это население идет, да, но немножко это сдвинулось в сторону, так скажем, омоложения, да, очень сложно определить стало возраст пациентов. А вообще, вот как сейчас выстроена работа с населением? Вот вы рассказали несколько о методиках, которые существуют у вас в больнице. А, например, каким образом к вам попасть? Какая маршрутизация? Нужно ли направление? Или можно самостоятельно обратиться? Гериатрический центр — это структурное подразделение Республиканской клинической больницы номер 3. Да? Работают там в основном гериатры. Да? Имеют они по две специальности, да, допуск, да, скажем, терапия, неврология, гериатрия, даже бывает и такое. Да? И насчет поступления, то все это организовано таким образом, что пациент сначала должен подойти к своему терапевту, да, попросить у него направление на лечение, чтобы записали на очередь на поступление в гериатрический центр. А вообще же пожилой возраст — это же люди, которые достигли 60-летнего возраста, да, пожилые 60-74, престарелые это 75-89, а 90, свыше 90 это уже долгожители. Да? И к нам поступают пациенты, которые уже в пожилом возрасте. Подходят в свою прикрепленную поликлинику, записываются и оформляют направление. Да? Но тут, знаете, еще и существуют определенные квоты, да, в зависимости от количества прикрепленного населения. Это в Якутске, да, а вообще мы обслуживаем всю республику, да. Чем меньше улус, тем меньше квота. Чем больше населения в районе, тем квоты достается больше. Вот таким вот образом пациенты поступают к нам на лечение в гериатрический центр. Мы сами не записываем, мы принимаем только по направлениям вот таким вот. А вот школа здоровья, которая существует при клинической больнице номер 3, в том числе при гериатрическом центре, вот она что в себя включает, кроме этих игр? Ну вот как раз вот эти вот игры, они туда не входят. Наоборот, да, это отдельно, да, это другая школа, которая направлена на укрепление памяти, да, у дементных пациентов. А вообще мы, когда вот советовались, да, думали, как же все-таки довести информацию по гериатрии, да, гериатрия — это же совершенно новая отрасль, да, она только вот с 2016 года официально. И оказалось, что многие пациенты, они не знают, кто такой врач-гериатр, да. Ну, знает, что педиатр, он лечит детей, а гериатр, ну, он, в принципе, должен лечить пожилых людей. Ну и чтобы информация о пожилом возрасте, вот о тех заболеваниях, которые могут быть, да, о том, как обустроен дом пожилого человека, как правильно питаться в пожилом возрасте, да,
каким образом организовывать физическую активность, что такое недержание мочи. Вот такие вот мы вопросы как раз рассматриваем в своей школе здоровья для старшего поколения. Да? И особенность этой школы в том, что она функционирует стационарно. То есть если пациент поступил на лечение, да, в гериатрический центр, но он же лежит где-то, лечится дней 10-14, да, получается 10 рабочих дней, и вот эта вот школа, она в эти дни функционирует все время непрерывно, да, и пациент может посетить как раз вот 10 занятий, которые направлены вот на освещение этих вопросов. Ну, очень большой интерес у них вызывают такие вопросы, например, по обустройству дома пожилого человека. А как он должен быть? Да, тут оказалось не все так просто, да. В общем, если рассматривать дом, в котором проживает пожилой человек, то желательно, да, чтобы это было, ну, чтобы он размещался, скажем, на первом этаже, да, если это частный дом, да, комната, спальня, да, возле спальни должен располагаться санузел, да, потому что, ну, если подумать логически, да, пожилые люди, они встают по ночам, да, и идут через всю квартиру к санузлу, да, а тут желательно, да, чтобы вот этот санузел был расположен рядом со спальней, потому что самое страшное, что может случиться с пожилым человеком, это падение, да, в результате которых пожилые люди, они теряют свою автономность. Ну и вот, например, скажем, спальня, мы ее рассматриваем, начинается все с кровати. Кровать должна быть не выше уровня колен, чтобы пациенту можно было удобно садиться и вставать, да. Рядом обязательно должна быть тумбочка, да. Протянул пожилой человек руку, нажал на кнопочку, да, и все, когда он собирается, скажем, в туалет, то комната была полностью освещена, да. Ну, на тумбочку он может положить свои очки, стакан с водой. Ну и сейчас есть такие вот, скажем, новые, да, предметы, которые облегчают проживание пожилого человека. Это датчики, скажем, да, электролампы, которые включаются на движение. Лежит, спит пациент, она не горит. Только он сел на кровать, и тут же эта лампа включилась. Сходил пациент ночью, да, вернулся и лег в постель, и лампа выключилась сама по себе. Вот такое, да. Советуют, чтобы... Сейчас же много гаджетов, очень много проводов в домах, и поэтому советуют вот эти вот, что провода, они были скручены и шли не поперек пути продвижения пожилого человека, а были закреплены вдоль стен, да. Ну и самое травмоопасное место в доме, да, это ванная комната. 60-70% травм происходит именно там, да. Ну и что же советуют, да, гериатры? Санузел, он должен иметь широкую дверь, потому что человек все-таки стареет, и через какое-то время он будет передвигаться на коляске, да. Вот этот дверной проем, он должен быть достаточно широким, чтобы туда могла проехать коляска, да. Ну и сам он тоже, санузел должен быть довольно-таки большим, чтобы коляска могла там развернуться, подъехать к унитазу, так скажем, да. И желательно, если унитаз, он оснащен такой накладкой, да, который повышает высоту унитаза, и на который можно было бы удобнее сесть пациенту. Должны быть перила с обеих сторон, да. Вот. Также советуют, чтобы дверь в санузел открывалась снаружи. А обычно же как бывает, зашли, закрылись, да, с внутренней стороны, а потом родственники никак не могут туда попасть. А человек пожилой, он лежит на полу уже сколько-то, большое количество времени, сколько-то часов, и может переохладиться. Поэтому рекомендуют, чтобы дверь открывалась снаружи. Ну и следующая комната, давайте мы кухню еще отметим, да. Тут тоже есть приборы современные, которые помогают, ну, во-первых, это регулирует уровень газа в квартире, да. Если, скажем, пожилой человек, он
включил газ, но забыл зажечь его, то это устройство, оно автоматически это все выключает. Да? Есть еще датчики подачи воды с термостатом. Да? Бывает такое, что открыли, и пожилой человек получил ожог ненароком. Да? Или забыл выключить воду. Да? И вот там вот эти датчики, они помогают отключиться в воде, когда вот уровень уже такой критический. Да? Ну, или если температура воды в кране, ну, может вызвать ожог у пациента. Да? Ну и советую еще располагать рабочая поверхность, так скажем, да, она должна быть немного сантиметров ниже, чем обычно, потому что мы ориентируемся на пациента, который передвигается на коляске. Да? Вот он подъехал к раковине, да, и заехал туда. А у нас что, обычно там же вот все это закрыто, да, и пациент таким образом, он не может сам помыть посуду. Ну и все должно быть рядом, да, вот стол, за которым он принимает пищу, холодильник, да, вот варочная панель, ну и вот там, где вот помыть посуду, все это в небольшом таком пространстве, чтобы можно было бы очень удобно все это самому сделать. Да, вот такие вот советы могут быть по обустройству дома пожилого человека. Ну и само собой, тут нужно, если в доме имеется лестница, да, то должны быть такие наклейки противоскользящие, да, то же самое и в ванной комнате, да. Полы должны быть не скользящие, да, обязательно должен быть прикреплен коврик, да, противоскользящий. Да, ну на этом примерно все, наверное. А физическая активность и питание как влияют? Ну вот у нас в школе здоровья как раз есть такой раздел, да. Ну вот читаем мы лекции, принимают участие в этой школе нашего здоровья все специалисты, да. Кардиологи читают лекции, неврологи по деменции, да, средний медицинский персонал обязательно принимает участие, да. Школа здоровья, она сама по себе вот таким вот образом работает, да. Начинается она где-то ближе к обеду. И первое, что мы делаем, мы показываем, разучиваем с ними те вот нейрогимнастики, которые вот укрепляют память, да. Затем мы читаем лекции по обустройству дома пожилого человека, даем советы, как питаться в пожилом возрасте, да, ну и какая должна быть физическая активность. Но вот по питанию я бы добавила, что в пожилом возрасте количество белков должно быть повышенным. Да, это где-то грамм в сутки на вес тела, да. Ну и ориентиром тут служит еще и натуральность продуктов, да. Вот я обычно спрашиваю у пациентов, да, как вы считаете, какое мясо считается наиболее полезным для пожилого человека, да. Ну тут начинают гадать, говорят говядина, говорят свинина, да. Да, ну, некоторые говорят, что вот жеребятина, конина, да, мясо, скажем, сахатина считается наиболее полезным, да, вот мясо косули, оленина, да, потому что в таком вот мясе концентрация полезных веществ более высокая, да, белка в них больше, меньше жира. И в то же время мы знаем, что все-таки на скот, крупный рогатый скот, свиней, да, их же вакцинируют. А это вот как раз аллергические реакции могут быть на все это. Поэтому лоси, они же гуляют там на дикой природе, за ними никто со шприцом не ходит, чтобы поставить вот прививку, да. Ну и еще мы акцент делаем на наши лесные сезонные ягоды, да. Есть такое понятие, как генная память, да, когда в нашей памяти сохранены те продукты питания, которые вот издревле наши предки употребляли в пищу, да, они более нам подходят. Если у нас, скажем, в нашей памяти нет информации о киви, там, о винограде, но вот о нашей местной красной смородине, о землянике, да, о бруснике, вот все это сохранено. И вот мы рекомендуем принимать такие вот именно овощи, да, ягоды и овощи, которые, ну, вот, сохранились в нашей памяти.
Евгений, спасибо большое, что вы подошли к нам сегодня в студию, потому что я уверен, с вами можно разговаривать бесконечно количество времени, потому что вы очень интересный собеседник. Поблагодарю вас за беседу и думаю, что мы с вами увидимся еще не один раз, потому что тема, которую мы сегодня обсуждали, это вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи нашим пожилым людям, она будет оставаться актуальной еще многие-многие века. Спасибо еще раз большое. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии была врач-гериатр Республиканской клинической больницы номер 3 Евгения Егоровна Амосова. Ну а всем нам я желаю в первую очередь здоровья. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии в деталях. Всего вам самого доброго. До свидания.